Друзья, с вами Александр Матвеев, и я вам хочу сказать, что я раскрыть даже вам тайну, что я большой любитель фуршетов. Это моя слабость. И сегодня мы пришли на одно из главных мероприятий Москвы, в ресторан Власов, где наградят самых лучших кейтерингов или тех, кто делает фуршеты, самых лучших из лучших. И мы сейчас с вами туда зайдем и посмотрим, как это все красиво, все вкусно, все замечательно. Пойдемте со мной. Но никому, только вам, я и вам больше никому. Так сказать, по секрету всему свету, только на нашем канале Штаба Татар. Дорогие победители, скажите, пожалуйста, как вы дошли и как вы пришли к своей победе и к этим результатам? Ведь сегодня вас объявили самыми лучшими. Мы шли к этому очень долго и стремительно. Это многие часы работы с клиентами в офисе. Это многое время, проведенное за расчетами. Мы старались 24 часа на 7, и мы получили эту награду. А тяжело все-таки было 24 часа на 7? Нелегко. Нужна ли поддержка государства для ивент-индустрии? Либо она уже достигла своего пика, и вы, можно все это делать самостоятельно? Ивент-индустрия у нас только развивается и еще не достигла даже середины своей возможности, поэтому ей нужно только расти, общаться с государственными заказчиками, выходить на государство, и, собственно говоря, работать также, и сотрудничать с партнерами, с надежными, проверенными партнерами. Мы шли к этому успеху около года, но я могу сказать, что мы в этом году закрепили этот успех, потому что в том году мы получили ту же самую награду. То есть мы за стабильность, за рост. То есть это ежегодная у вас награда? Да, мы... Скажите, а что вы делаете? В чем вы ежегодно получаете? Мы делаем самую вкусную еду, доставляем с душой и радуем всех наших клиентов. И вас постоянно приглашают и отмечают? Совершенно верно. А как вы считаете, что для вашего развития и этой индустрии нужно, и достигла ли она своих вершин? Вершин точно не достигла, а нужно желание двигаться вперед, находить какие-то новые решения, новые рецептуры, новый подход к каждому клиенту, чтобы каждый остался доволен. А нужна ли поддержка государства для, так сказать, вашего малого предприятия? Вы знаете, поддержка государства никогда не помешает. Мы и так справляемся, но если еще и государство поддержит, нам будет еще проще. Вы получили сегодня награду. Как вы долго шли к этому успеху? Мне кажется, каждый день, каждый час, каждую минуту. А сколько лет вы уже этим занимаетесь и чем конкретно вы занимаетесь? Я старший территориальный управляющий хлебно-сочного. Я занималась хорикой. Сейчас я занимаюсь именно кейтерингом. Мне это очень нравится, и мне кажется, это мое призвание. То есть вы делаете фуршеты? Да. Вы знаете, я вообще сам по себе большой любитель фуршетов. Я большой, наверное, фанат этих фуршетов. И я в них разбираюсь. Бывают вкусные, бывают неинтересные. Но если вы получили награду, значит, ваш фуршет самый вкусный, самый разноплановый, самый интересный, самый яркий. Как вы это все придумали и собирали? Это большая команда, команда профессионалов и людей, которые душой вкладывают в каждый продукт. 19 лет уже, что вы делаете? Мы улучшаем свой сервис с каждым днем. Мы понимаем гостей, идем много со временем. А конкретно вы что делаете? Это наш секрет. Но, друзья, это остается секретом для девочек, и пусть он всю жизнь будет вашим секретом, и никто о нем не знает. У нас все работают, а успехи достигают не все. Не покладая рук и получая положительную энергию от красоты, элегантности и женственности нашей прекрасной Анечки. Это наше все. А как вы считаете, в ивент-индустрии что нужно еще сделать? И достигла она вершин или еще нет? И нужна ли поддержка государства? Она всегда нужна. Я представляю компанию Адгустум Кейтеринг, одну из самых популярных на рынке, не побоюсь этого слова. И считаю, что мы, неважно, какую мы получим номинацию, но мы ее однозначно заслуживаем, очень стараемся, работаем с очень хорошими клиентами, даем хороший продукт на рынке.
И поэтому... То есть у вас все вкусно, полезно, разнообразно. Так точно. И от густум переводится как со вкусом с латыни, и поэтому у нас действительно все со вкусом. И мы работаем в основном на корпоративных клиентов, делаем большие мероприятия. Ну, маленькие тоже любим. Мы на рынке уже больше 10 лет, поэтому мы прям молодцы. Скажите, а дорого стоит у вас заказать, ну, такой самый, может, минимальный по количеству людей кейтеринг? Или как я называю, канапешки? Да, мы делаем и доставки тоже, если нужно, и какие-то небольшие семейные торжества. Стараемся для своих клиентов делать все, что нужно. Ну, туда, наверное, входит в кейтеринг и горячее, и канапешки, и, может, там бутерброды, напитки. Все точно. Что нужно еще для кейтеринга сейчас, в наше время, или все-таки он достиг своих вершин? Нет, я считаю, что у кейтеринга бесконечные возможности. Мы все время смотрим какие-то новые идеи. Если нужно, у нас вот есть нутрициолог наш дружественный, который всегда подскажет какие-то полезные продукты, какие-то новинки, интересные коктейли и безалкогольные, и безглютеновые, безлактозные. Все это, все, что сейчас модно, мы это все тоже сейчас включаем в свои меню. Я почему вас спрашиваю? Я вообще певец. Я пою, но кейтеринг это и фуршеты, это практически моя любовь. Райдеры, артистов. Можно я про это расскажу? Давай. Я вам расскажу, потому что мы уже который год обслуживаем ВК-фест, который сейчас вот грядет, и делали и в прошлом году его. То есть обслуживали артистов, обслуживали их нужды, их капризы. Это всегда очень... Ну и какие самые такие капризы? Давайте. Что любит Киркоров? Очень хороший, адекватный артист. Любит все, что вкусно, все, что хорошо, все, что приятно. Рыба, мясо. Все вкусно, чтобы все было хорошо. Ой, нас это с ним объединяет. Да, Не зря. Да. Никаких особенных капризов как раз у Киркорова мы не наблюдали. Я считаю, что у вас настолько все вкусно, что практически и покапризничать, наверное, нельзя. Потому что все разнопланово. Обычно я стараюсь артистам предложить какой-то близкий ассортимент, то, что кушают наши гости. Потому что, как бы, чтобы они максимально понимали, что вот кушают их гости, то же самое мы предлагаем тоже им на райдер. И это всегда они очень ценят. То есть не просто там какой-нибудь бутербродик и там овощи, фрукты, а стараемся им наши салаты, наши канапе, наши горячие блюда всегда, это нам так правильным кажется. Тогда они максимально близки со своей аудиторией. А простой народ, так сказать, выехать в лес, на природу, может к вам обратиться и заказать. Не компания, простая, может быть, семья или 2 или 3 семьи, может быть. Одна не потянет? Это частный сектор. Они всегда с удовольствием тоже обращаются. Это загородные дома, это детские всякие праздники, дни рождения. Но честно скажу, что в основном, так как мы крупная компания, одна из самых крупных кейтерингов, мы, естественно, все равно фокусируемся больше на крупных корпоративных заказах, и, соответственно, в этом наша сила. Много оборудования, много персонала. Стараемся брать крупные проекты, они интересные, они сложные, для нас это всегда вызов, челлендж, там 2-3 тысячи человек. Это прям наша вот фишка. Как вы считаете, все-таки больше называется кейтеринг или канапешки? Канапешки лучше. Вот, все-таки русское название. Нечего нам, да? Мне Вот я кажется, сегодня да. предложил все-таки называть это канапешками. Фуршеты. Точно. Вы считаете, они нужны нам, и они заменяют, так сказать, готовку самих нас, наших, может быть, там, бабушек, мам, свекрови, тещ, которые всегда все это делают, заменяют работники ресторана и специалисты, которые все делают это очень красиво, вкусно и, я думаю, что даже полезно для организма. Это однозначно. С вами невозможно не согласиться. Конечно, нужно обращаться к специалистам, которые все это профессионально, очень красиво делают. Главное, вкусно. Но видите, в чем проблема? Оказывается, это дорого. Оказывается, чтобы где-то так накормить человек 50, нужно 500 000 рублей. Стоит ли столько канапешки? Нужно больше работать, больше зарабатывать, и все у нас получится, все будет хорошо. Достиг ли, значит, кейтеринг своего пика? Нужно ли еще развитие? Или предела совершенства нет? Да, я Как с вами Киркорову? Да. Предела совершенства нет. Есть к чему еще стремиться. Ну, Есть Киркоров удоводить. лучше всех.
Ну, понятно, но даже он пользуется кейтерингом. Вот так. Да, мы с удовольствием бы с ним тоже посотрудничали, он к нам обратился. Если с вашей помощью мы когда-то получим такого клиента, как он, мы будем очень рады и вам благодарны.